Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской – одно из немногих в России музыкальных состязаний для детей и юношества в жанре академического вокала. Возраст его участников от 9 до 21 года. Учредителями являются Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Международный культурный фонд «Классика и современность». В 2018 году конкурсу исполнилось 25 лет. Далеко не каждый российский конкурс может похвастаться столь солидным возрастом. А конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской за четверть века не только сохранился, но и вырос до международного, стал известен в России и за рубежом. В 2005 году вошел в Ассоциацию музыкальных конкурсов России. Сегодня это масштабное, яркое и незабываемое событие в культурной жизни Республики Коми, большой праздник для любителей и ценителей вокала. Конкурс можно назвать одним из брендов Республики Коми, которым она по праву гордится. И достойной, заслуженной наградой стало то, что 16-й международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской стал победителем в конкурсе президентских грантов. История конкурса берет свое начало в 1993 году. Музыкальное общество северного заполярного города Инта Республики Коми выдвинуло идею создания детского конкурса имени своей землячки, тогда еще совсем молодой солистки театра оперы и балета Ольги Сосновской. В первом конкурсе участвовали дети от 6 лет. Призами были мягкие игрушки, а главной наградой – хрустальная ваза. На 4-м конкурсе участников разделили уже на 2 возрастные категории. В Инту стали приезжать конкурсанты из других российских регионов, обострив дух соперничества и стремление к победе. С 1998 года основным организатором становится продюсерский центр Владимира Юрковского, и конкурс выходит на новый виток своего развития. Стремительно расширяется география участников, призами конкурса становятся поездки в Прагу и Париж, усиливается состав жюри. Теперь в него входят певцы, музыканты и композиторы не только из Республики Коми, но и из других городов России, а также зарубежья. Так, за минувшие 25 лет в разные годы в составе жюри приняло участие более 50 человек. В 2008 году конкурс переезжает из Инты в столицу Коми, город Сыктывкар, а его пропиской становится Государственное профессиональное образовательное учреждение гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. Теперь доброй традицией становятся семинары и научно-практические конференции, мастер-классы и концерты членов жюри на открытии конкурса. Для преподавателей вокала организовываются курсы повышения квалификации. Работает молодежный пресс-центр, который в режиме онлайн освещает происходящие события конкурсных дней. Новшеством конкурса стало телефонное голосование. Все, кто хотел поддержать юных вокалистов, могли почти в реальном времени просмотреть видео их выступлений на сайте конкурса и отдать свой голос тому или иному участнику, таким образом определяя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». В 2013 году, в год своего 20-летия, конкурс пошел на смелый эксперимент. Впервые вышел за пределы своего региона и прошел сразу в 2 городах страны – Красноярске и Петрозаводске. На такой смелый шаг ни один российский конкурс еще не шел. Результатом гастрольного выезда на запад и восток России стало рекордное число заявок за всю историю. В конкурсе приняло участие почти 200 человек.
К 2018 году география конкурса юных вокалистов охватила уже 49 регионов России и 7 зарубежных стран. За прошедшие 25 лет в нем приняло участие почти 1000 юных вокалистов. Почетные звания и призы были вручены более 150 начинающим певцам. Многие из них продолжили свое обучение и навсегда связали свою жизнь с искусством. Сегодня они студенты и выпускники консерваторий, институтов, университетов, колледжей и академий. Кто-то учится за рубежом. Некоторые уже поют в профессиональных театрах России и Европы, становятся звездами мировой оперной сцены. В традиционном концерте открытия 16-го конкурса наряду с членами жюри примут участие и лауреаты прошлых лет, в том числе уже солисты Государственного академического Большого театра России. Они, как и множество других участников конкурса, с большой теплотой и благодарностью вспоминают о конкурсе как об одной из ступеней на пути к вершинам профессионального вокального мастерства. Добро пожаловать в Сыктывкар на 16-й международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Уважаемые участники и члены жюри, преподаватели и родители, я рад приветствовать вас на 19-м международном конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Каждый год конкурс радует всех нас, открывая новые имена одаренных ребят. Каждое выступление участников – огромный труд, волнение и, наконец, большая победа. В этом году конкурс проходит в новом формате. Да, это сложнее, ведь нет привычного зала, где бурными овациями поддерживают зрители, нет закулисного предвкушения, однако я уверен, что это ценный опыт для всех нас. Отмечу, такие вокальные конкурсы предоставляют одаренным молодым людям шанс проявить свои таланты, воспитывают трудолюбие и целеустремленность, уверенность в себе. Быть участником международного конкурса не только большая удача, но и возможность встретиться с мастерами вокального искусства, узнать их секреты. Здесь вы проходите хорошую жизненную профессиональную школу, благодаря которой немало участников и победителей добивались успеха в жизни. Бесконечно ценю усилия организаторов, волю юных конкурсантов, старания наставников и лично Ольги Александровны. Желаю всем вдохновения, ярких выступлений и творческих побед. Дорогие участники международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, рада приветствовать вас на этом уникальном, очень значимом для Республики Коми и для всех вас событии. Пусть 2020 год внес свои коррективы, но конкурс стал не менее ожидаемым и не менее значимым для вас и для нас. И, возможно, именно благодаря новому формату, такому дистанционному общению, нам и удалось пригласить к участию очень много юных талантов. Более 10 стран принимают участие в этом конкурсе. Дорогие участники, каждому из вас я желаю упорства, уверенности в том, что вы лучшие, в том, что вы уникальны, и в том, что у вас обязательно все получится. Пусть конкурс принесет вам только положительные эмоции. Конечно, это конкурс, и мы узнаем победителей, лучших из лучших. Но то, что вы приняли в нем участие, уже говорит о том, что вы достигли многого. Дорогие друзья, здоровья вам, благополучия и только успехов! Ciao ragazzi, siete pronti per il concorso? Ребята, всем привет! Меня зовут Мария Крылова, я сопрано. Я участвовала в конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в 2012 году. Тогда для меня это был первый серьезный юношеский конкурс, 2 тура с высококомпетентным жюри, с мастер-классами, поэтому даже само участие я воспринимала как большую удачу и возможность научиться чему-то новому. В 2014 году я уехала в Италию, поступила там в консерваторию имени Арканджело Корелли в городе Мессина, с большим успехом ее закончила,
И после окончания мне повезло заниматься с такими выдающимися певцами современности, как Мариэлла де Вия, Пьетро Балло и, например, Димитра Теодосиу. В настоящее время я живу и работаю в Италии, чему, собственно, очень рада. Так что, ребята, участвуйте. Участвуйте вообще в конкурсах, ведь только конкурсы дадут вам необходимую закалку, и потом главное не победа, а опыт, который вы извлекаете из того или иного конкурса. Так что ничего не бойтесь, дерзайте и вперед! Удачи или in bocca al lupo, как говорят в Италии. Пока! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Я рад видеть нас в таком составе, здесь, в прямом эфире, на круглом столе подведении результатов конкурса 19-го первого дистанционного международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В этом году это уникальный конкурс. Мы впервые за 27 лет проводим его в дистанционном формате, но тем не менее у нас большое количество участников, у нас все прошло достаточно хорошо. Я надеюсь, что сбоев, каких-то нюансов, недостатков было минимальное количество. Во всяком случае, по тем отзывам, которые мы получаем от наших участников, от преподавателей, от слушателей курсов повышения квалификации, мы надеемся, что у нас все получилось. Конкурс завершен, конкурсные прослушивания закончились, члены жюри подвели свои итоги, и сейчас оргкомитет, секретариат конкурса подводит, так скажем, общий итоговый результат. И сразу же после круглого стола, после вот этой нашей встречи, мы вновь с членами жюри в узком кругу соберемся для того, чтобы уже определить призеров, определить лауреатов нашего конкурса. Сразу хочу сказать о том, что конкурс имел отличие и, наверное, такую популярность, в том числе благодаря вот этому такому народному голосованию, которое мы проводили в интернете. С 2012 года все видео выступлений наших участников мы выкладывали на YouTube и проводили телефонное голосование. В этом году мы проводили голосование по лайкам. Благодаря этому, в том числе, у нас значительно выросло количество подписчиков на нашем канале, и интерес к конкурсу возрос сразу в несколько раз. Я могу сейчас, должен, наверное, вам сказать некие промежуточные статистические данные на сегодняшний день по этому народному голосованию. Видео дистанционного конкурса зрители просмотрели 138 тысяч раз. Время просмотров всех видео более 3000 часов. Совокупное количество лайков к видео, вот тут даже на 14 часов была точная цифра, 24 156 единиц, 24 тысячи лайков. Ну а кто уже получил наибольшее количество этих лайков, мы озвучим 6 декабря на заключительном гала-концерте, который состоится в прямом эфире. Напоминаю, начало концерта у нас сдвинулось, и начало будет в 13:00 по московскому времени. Ну, я хочу еще раз всех поприветствовать и сказать, что у нас сегодня в нашей студии, так скажем, в эфире гости. Я их объявлю чуть-чуть позже, потому что вначале, безусловно, я должен предоставить слово председателю жюри конкурса, заслуженной артистке России, народной артистке Республики Коми Ольге Александровне Сосновской. Ольга,
пожалуйста, вам слово для приветствия. Добрый день, дорогие друзья. Я действительно говорю «друзья», потому что за то время, пока мы с вами вместе, мы со всеми уже успели подружиться, и вы стали нам близкими и родными людьми. Я хочу сказать вам, что действительно нам всем посчастливилось заниматься самым прекрасным на земле – музыкой. И поэтому то, что мы вместе вы принимали участие в этом конкурсе, это уже самая большая награда, ваше участие. И, конечно же, каждый, выходя на, так сказать, импровизированную сцену, записывая видео, пытался выразить все то, что он чувствует. Поэтому, дорогие друзья, наверное, надо не думать в данный момент о призах, об оценках. Ведь это конкурс, и именно конкурс – такое серьезное испытание, которое сподвигает вас на что-то новое. Каждый конкурс – это определенный рост над собой. Я очень люблю конкурсы сама, потому что это дух соревнования, когда ты сравниваешь, что ты мог, ты чему-то другому научился. Это здорово. И я считаю, что сейчас наш конкурс совместный, это прежде всего получился яркий такой, знаете, праздник музыки. И, конечно же, я думаю, что мы собрались вместе, чтобы радовать всех своими произведениями. Ведь за вас были рады ваши родственники, ваши близкие, ваши одноклассники, ваши друзья, которые могли смотреть видео, которые, я, знаете, когда отсматривала вот второй тур в основном, да, я уже даже успевала читать какие-то комментарии тех, кто пишет: «Боже, какой голос, это прекрасно, ты первый, вы замечательный». Вот ради этого, понимаете? Потому что, наверное, не место самое главное, а то, что ты кого-то сумел поразить, удивить. И вы все большие молодцы, действительно. Я, конечно же, от всей души желаю всем участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, добиваться новых каких-то успехов. Большое спасибо всем, кто был вместе с нами, члену жюри и, конечно же, оргкомитет. Потому что, как написала нам одна сейчас мама, мне кажется, говорит, что секретарь конкурса работает круглосуточно. Действительно, наверное, так это и есть. И я уверена, что за эти несколько дней мы все наполнились вместе чем-то лучшим, прекрасным. И каждый из вас ощутил нашу поддержку, наше тепло, наше желание помочь вам. Потому что, опять-таки скажу, что в наш адрес поступает очень много благодарственных писем о том, что это впервые на конкурсе, когда действительно можно получить совет, написать напрямую всем членам жюри. Самое главное, вот за что я хочу поблагодарить еще всех членов жюри, за то, что они открыты. Мы здесь не для того, чтобы поставить вам какие-то оценки, а для того, чтобы помочь вам выйти на вот эту вот, знаете, прямой путь маленьких к большим уже средним, на какую-то такую, как бы это сказать, зажечь, в общем, ваши звездочки. И я уверена, что после наших мастер-классов совсем по-другому кто-то заиграет. И вы знаете, вот именно сегодня наш сын с Владимиром Ивановичем, Алексей Юрковский, он едет сейчас в дороге на всероссийский конкурс имени Обуховой в город Липецк. Он прошел на 3-й тур. Но я хочу сказать вам, что где-то года 2 назад мы ездили с Алексеем в город Ярославль, село Вятское, где проводился конкурс Любови Казарновской. И там Алексей не прошел даже на 2-й тур. Но это не говорит о том, что он какой-то плохой или что-то. Просто были ярче, были сильнее, были убедительнее. И потом, когда действительно разговаривал с членами жюри, Алексей, они ему подсказали, и было на что обратить внимание. Мы поняли, в чем, допустим, наша ошибка или промашка. Поэтому, дорогие мои, я вас всех очень люблю. Действительно, прониклась очень. Мне сейчас как бы дали слово для приветствия, потом вы свои замечания какие-то, свои подсказки, свои советы я еще скажу чуть-чуть позже. А сейчас мы продолжаем наш прямой эфир. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Александровна. Спасибо, Оленька. Для всех на самом деле, да, вы со мной согласитесь, Ольга Сосновская для нас очень близкий, хороший, добрый, милый человек, и вы все к ней обращаетесь Оленька Александровна. Во всяком случае, так я часто слышу. Спасибо огромное. Друзья мои, чтобы было понятно, мы каждому члену жюри предоставим
несколько слов, несколько минут для того, чтобы он подвел какие-то итоги, высказал какое-то свое мнение, да, о результатах, может быть, даже выделяя кого-то из участников. Ольга Александровна тоже обязательно выскажет свои пожелания. А сейчас я бы хотел предоставить слово нашему почетному гостю, за что я лично очень признателен. Я хочу пригласить в эфир депутата Государственной Думы от Республики Коми, председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту Ольгу Викторовну Савастьянову. Ольга Викторовна, вам слово, пожалуйста. Да, включите микрофон. Всем добрый вечер. Такой очень приятный, очень счастливый, оптимистичный, обнадеживающий. Все, кто сегодня принимает участие в этом эфире, мне прежде всего хочется сказать, уважаемый Владимир Иванович, уважаемая Ольга Александровна, свои первые слова я хочу обратить к вам. Я хочу сказать вам просто огромное государственное спасибо за то, что вы у нас есть. Потому что вот идея, однажды родившись, она вот не просто живет, это стало уже такой очень хорошей традицией, и я прекрасно понимаю, что сколько сил и душевных, времени, всего нужно для того, чтобы вот это дело, в котором сегодня так много участников и так много людей к нему присоединились, чтобы оно состоялось. И вот мне кажется, что участие в этом конкурсе, оно дает возможность не только попробовать свое мастерство, но мне кажется, что это еще такой очень хороший и опыт, и пример о том, что надо мечтать, надо стремиться к своей мечте. Если ты прилагаешь силы, у тебя обязательно все получится. Поэтому спасибо вам огромное вот за такую работу, за эти результаты, которые у нас на сегодняшний день есть. Я хочу также обратиться к нашим участникам, поздравить вас, согласна с Ольгой Александровной, что конечно, хочется победить, конечно, хочется быть впереди, конечно, хочется быть лучше всех, но мне кажется, что вообще, когда ты соглашаешься на какой-то конкурс, а это ты даешь возможность себя сравнить с другими, это уже поступок, потому что все-таки самое главное в жизни – это победа над собой. И вот это произошло, и я думаю, чем бы уже наши участники ни занимались, как бы ни сложилась их профессиональная, творческая судьба, общественная судьба, вот этот опыт этой успешности, он всегда в трудных моментах будет помогать. И спасибо, конечно, огромное всем, кто вложился своим участием, кто помог тому, чтобы этот конкурс был, чтобы этот конкурс развивался, кто помог всем его участникам. И вы знаете, у меня вот когда Владимир Иванович обратился ко мне подключиться и помочь, я хочу сказать, что я ни секунды не сомневалась, потому что невозможно не помогать, когда реализуются такие идеи, и когда этим идеям так патриотично служат такие люди. Поэтому я с вами, всегда можете на мою помощь рассчитывать. Удачи! Вы сегодня все такие красивые, чтобы вот успешными, красивыми, счастливыми, здоровыми вы оставались благодаря совместным нашим усилиям. Удачи! Спасибо большое, Ольга Викторовна. Наш эфир продолжается, мы будем всегда с вами на связи, вы тоже можете оставаться, в YouTube идет прямая трансляция, я знаю, что вы загруженный человек, поэтому даже сейчас, если сядете в машину, включайте телефон, и вы будете знать, что же мы делаем, как же мы живем. Ну и будем рады видеть вас, если не лично, то ваши приветствия тоже на гала-концерте 6 декабря. Ну а о том, что вы сейчас произнесли по поводу поддержки, я это для себя записал жирным карандашом и ручкой. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Друзья мои, а сейчас я вам хочу коротко представить наших членов жюри и по очереди предоставить им слово для какого-то своего высказывания, своего мнения. Вот наш состав. Ольга Сосновская, председатель жюри «Россия Сыктывкар». Вера Баранова, Россия, город Красноярск. Светлана Афонина, Швейцария Цюрих. Дамир Басыров, Чехия, Прага. Ольга Бундар, Эстония, город Таллин. Сергей Зайцев, Россия, город Москва. Алексей Лавров, США, город Нью-Йорк.
сегодня Алексей с нами. Спасибо огромное. Симоне, Мария Марциали, Италия Флоренция, Симоне и его помощница, верная спутница, супруга Полина, Сари Моккила Карптунен, Финляндия, город Копио, Татьяна Дмитриевна Смелкова, Россия, город Санкт-Петербург, и Джан Цунлянь, Китай, Шанхай. К сожалению, он по техническим причинам не смог быть все это время, продолжительное время с нами, но тем не менее мы получали от него очень много писем, сожалений, что он не может по полной программе просмотреть все видеовыступления всех участников. Итак, друзья мои, я предоставляю слово для короткого выступления, для подведения каких-то итогов, да, своего мнения, высказывания своего мнения. Вот я не проверил, есть ли он, с нами ли он. Сергей Николаевич Зайцев, город Москва. Сергей Николаевич, Сергей, здесь ли ты, с нами ли? Наверное, по каким-то техническим причинам его сейчас с нами нет, но хорошо, я передаю слово Вере Павловне Барановой. Верочка, где она? Здесь, вижу, друзья мои. Я на месте. Вера Павловна, вам слово. Да, город Красноярск на связи, друзья мои. Пожалуйста. Всем добрый день, кому-то доброе утро. Светлана Ивановна, вам, дорогая, доброе утро. Нам добрый вечер здесь, в Сибири, в Красноярске. Хочу присоединиться к словам депутата Государственной Думы. Эта ода, наверное, уже много раз звучала, но я не перестаю повторять эти слова благодарности Ольге Александровне и Владимиру Ивановичу. Какие вы молодцы, какие вы новаторы. Я вчера рассказывала Владимиру Ивановичу про другие конкурсы. У меня такой конкурсный месяц получился, ноябрь. 4 конкурса. Я в жюри 4 конкурсов. Ну и из всех конкурсов я сказала: Володя, наш прекрасный конкурс. Поэтому простите меня за такие слова с 2013 года. Да, я с вами. И бывает, людям что-то нравится, что-то не нравится, чем-то довольны, чем-то недовольны. Я хочу признаться в полнейшей любви организаторам этого конкурса, так как команда у вас всегда классная, членов жюри, команда неподкупных членов жюри, профессионалов, имеющих свое мнение, и, как показали многочисленные мастер-классы, специалисты высокого уровня, высокого класса, многое знающие, умеющие, понимающие, сами большие профессионалы, поющие, играющие. И вот у меня, я признавалась Владимиру Ивановичу, что я не читаю лекции, я больше такой практический педагог, да, профессор в вокале на практике, и лекции для меня как-то, может быть, не очень было интересно, но Владимир Иванович попросил меня подготовиться к лекции, и я месяц уже готовлюсь к одной единственной лекции, потому что вы понимаете, что она должна быть не только интересной, но и компетентной. И много-много читаю о том, как нужно подходить к юным вокалистам, много, и опять убеждаюсь в том, что мы на правильном пути, что мы правильно все мыслим, что мы правильно понимаем природу детского вокала, природу детской физиологии. Вот Светлана Ивановна Афонина тоже прекрасно это все рассказывает на таком уровне. Замечательно, что в этом конкурсе прошли мастер-классы. Я, к сожалению, из-за участия в других конкурсах не смогла просмотреть всех своих коллег, но мне, безусловно, это очень интересно, так как я неоднократно говорю, что в нашей профессии нужно всю жизнь учиться. Это мое обращение сейчас ко всем вокальным педагогам, которые вот с нами сейчас на связи. Нам нужно всегда и всегда учиться, не стесняться признаваться в том, что ты чего-то не знаешь, в том, что ты забыл что-то, какие-то моменты. Потому что бывает, да, со своими детьми ты работаешь, слушаешь, привыкаешь, тебе кажется это прекрасно. Когда мы показываем их другим педагогам, как вот Ольга Александровна сказала, с ее сыном, они ездили на один конкурс, там подсказали, теперь Леша прошел на 3-й тур другого конкурса. Но это такая сложнейшая профессия, потому что которую невозможно не рассмотреть на компьютере, невозможно мышечный аппарат установить так, чтобы как ставятся руки на фортепиано для игры на фортепиано, на скрипке, да, это сложнейший наш вокальный аппарат, вокальный инструмент, который нужно и слышать прекрасно, чувствовать, и только сами прекрасно владеющие певцы своими голосами, успешно поющие, наверное, могут быть успешными педагогами. Поэтому, дорогие педагоги, не останавливайтесь на достигнутом, сами пойте, сами совершенствуйтесь. Вот сейчас
в Новосибирске проходил конкурс, сегодня прошел финальный день, там даже для педагогов есть такая категория, могут и певцы участвовать, если не педагоги, и категория, прям можно педагогам в этом участвовать. Я думаю, что это тоже доброжелательный конкурс, можно выступить и попросить каких-то советов, и люди совершенно доброжелательно будут вам подсказывать какие-то вехи, над чем нужно поработать, на что обратить внимание, как вы должны дышать, особенно вот, конечно же, дыхание, высокое дыхание, это беда почти у всех с зажатыми глотками, горлом. Поэтому, дорогие друзья, здорово, что состоялась такая встреча, замечательно, что записаны все мастер-классы, мы можем это все просмотреть, проанализировать. Нужно обязательно скачать себе. Вы знаете, даже вот я себя во многом ловлю. Иногда я услышала, вот мы со Светланой Ивановной много говорим о методике, Ольга Александровна тоже у нас была в классе в Красноярске, я к ней приставала. В один момент я запоминала что-то одно, потом в другой момент я брала какие-то другие методы, другие приспособления. Главное, чтобы вы были пытливыми, главное, чтобы вы пробовали, на себе попробуйте, потом со своими детьми. Главное, поймите у себя в физиологии, как у вас аппарат на дыхание отвечает, на вдох, где вы слышите звук у себя внутри, как это может услышать ребенок. Развивайте представление. Я думаю, будет все прекрасно, если мы будем двигаться дальше в этом направлении, что много-много лет жить вместе с конкурсом Ольги Александровны Сосновской, встречаться с замечательными членами жюри. В этом году компания у нас еще увеличилась, другие профессионалы к нам присоединились, и это замечательно, поэтому мы можем друг у друга учиться, брать самое полезное, да, вот сегодня, да, мне нравится вот это, я буду пробовать это, а хочу потом попробовать другую ступень, мы должны учиться, развиваться и честно служить своей профессии, помогать в раскрытии наших детей. Я закончила, Владимир Иванович. Итогов у меня никаких нет. Я всех детей люблю, они бы у меня все были лауреатами, потому что они прекрасные все. Итогов никаких не скажу, а итоговые результаты вы нам еще не показывали. Но я рада любой победе любого ребенка. Для меня они победители все, вместе со своими педагогами. Согласен, согласен. Самое главное, в любом случае, все это говорят, самое главное участие. И на конкурсе не раз звучало, что для нас очень важно сам процесс, Да. процесс подготовки, процесс участия, процесс знакомства, процесс ознакомления с тем, что делают другие, потому что мы, ну, это как новая книга, читая ее, да, мы узнаем что-то новое, и здесь то же самое. Спасибо большое, Верочка. Я, Витя, в концу уже наших дней конкурсных к вам вот так обращаюсь. Ну, Так приятно, Верочкой быть. Да, ну все участники здесь с нами, поэтому мы тоже к ним уже почти так же обращаемся. Вот. Слушатели курсов повышения квалификации, многие из них это преподаватели тех же участников конкурса. Вот. Ну а те, чьи дети еще не с нами или еще не были с нами, вы должны увидеть и понять, к чему стремиться, и обязательно на следующий конкурс приехать туда, где он будет проходить. А конкурс у нас проходит в рамках фонда президентских грантов. Мы его проводим в течение 3 лет, 19, 20, 21 год. И в этом году, в 20-м, из-за пандемии, к сожалению, наш конкурс в Краснодаре был перенесен сначала на осень этого года, ну а теперь он перенесен на весну 2021 года. К сожалению, это так, и, конечно, очень хочется верить в то, что к концу марта 2021 года будут доступны наши театры, наши площадки, дети смогут приехать в Краснодар, весна, красота, наш конкурс, мы встретимся с вами, уважаемые члены жюри, обнимем друг друга наконец-то. Это же уже сколько лет, да, год-два, кого-то больше даже, мы не видели воочию. Слава богу, есть интернет. Итак, хорошо, друзья мои. Да, Вера Баранова сказала о том, что к нам в состав жюри вливаются новые лица. Да, мы стараемся сделать так, чтобы всегда расширился наш кругозор, расширилась команда нашего состава членов жюри. И сегодня вместе с нами в конкурсе в качестве члена жюри принимал участие наш земляк из Республики Коми. Я не устаю об этом говорить. Молодой еще, молодой, ну что такое 35 лет, да, совсем молодой солист театров мира в данной ситуации. Я его представляю как солист Метрополитен-опера, нашего земляка из города Печоры Алексея Лаврова. Алексей,
Вам слово. Алло, вы меня слышите? Я надеюсь. Да, теперь Отлично. да. Да, Владимир Иванович, спасибо огромное за представление. Всем здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи, добрый день, кому что. Огромная страна, огромная планета, поэтому очень счастлив здесь находиться. У нас, вообще говоря, самый красивый тандем продюсер и директор конкурса на Земле, я так считаю, и самый энергичный и харизматичный. Вы, конечно, просто бомбические оба, Владимир Иванович и Ольга Александровна. Для меня это большая честь и радость, потому что я в этом году потерял отца в марте месяце 2020 года. И очень жду марта месяца 2021 года, чтобы как-то эту брешь потери заполнить. Спасибо вам за то, что вы появились в моей жизни, пригласили. Для меня это очень важно, чувствовать себя нужным в этой жизни. Я долго говорить не буду. Хочу сказать конкретно. Вы разрешили говорить, называть имена. И я буду называть имена тех ребят, которые больше всего запали мне в душу, в сердце, в мой вокальный контуженный мозг. Начну с концертмейстеров. 2 концертмейстера, которые я выделю именно потому, что я лично хотел бы с ними поработать. Просто поработать, спеть что-то. Большой привет Воронежу и концертмейстеру Ибатуллину. И также большой привет городу Москва, нашей столице, и концертмейстеру Ване, концертмейстер по фамилии Салайкина. Вот это 2 концертмейстера, которые я хотел бы выделить. Дальше по певцам. Младшая группа. Вокально потрясающая. Абрамова Нина, Кулакин Максим. Нина у нас из Петербурга, а Кулакин Максим из Тульского. Я, честно говоря, не посмотрел, где это, но они знают, или кто-то, может, еще знает. Далее Лях Анна, артистка. Просто артистка. Вот это слово артист. Спасибо большое за потрясающий артистизм. Масленкина Милана, 10 лет. 10 лет из Брянска. И такие заоблачные колоратуры. Я не знаю, там ми бемоль, по-моему, вверху настреляла, и прям это уверенно было, это было здорово. Спасибо и за этот потрясающий бант на голове, это было запоминающееся. Дальше идет Михайлов Максим из Пскова, 9 лет. Спасибо огромное за выбор постельного репертуара, который был еще и веселым, поднял настроение. Спасибо, Максим. Скоробродов Виктор из Сургута. Сургут, привет! Холодно. За Керубина. Отдельно за Керубина, прям отдельное спасибо. Сложнейшая вещь для парня, и он с ней справился. Мой внутренний Леша, 10-летний, прям жмет руку крепко. Шульга Елена из Таганрога за произведение «Осень». Это было очень атмосферно. Я даже всплакнул. И за точка, запятая, где я, в принципе, улыбался все произведение. Спасибо большое. Дальше идет первая средняя группа. Это Чиликин Иван из Москвы. Просто огромный молодец, вокально. Немножко есть носик, но это поправимое дело. Но все остальное просто умница. Опора потрясающая, интонация натянута. Все в форме, объемно, молодец, 13 лет. Дальше идет такая прям фаворитка моя личная, это Старцева Каролина, потому что там комплекс. Рыжеволосая такая девчонка, комплекс и рост, и внешность, и подача, и голос, и форма. Вообще копейскому педагогу их, Кузнецовой Наталье, большой привет за всех троих конкурсантов, прошедшего 2-й тур. Огромный привет. Это было здорово. Дальше идет Синдякина Виктория, Санкт-Петербург. Педагог ее Оксана Зубкова. Мы с Оксаной вместе учились, но это ничего не значит. Учились в Петербургской консерватории. Оксана была постарше, на курс или на 2 меня, я помню. Вот. Но Оксане большой привет. И Виктории спасибо большое. Вокально очень здорово. Дальше Михайлова Анна, по-моему, да, из Павловского посада. Дальше Зайцева Галина из Ростовской области. Галина обращает на себя внимание, тоже очень такая видная девчонка. И пусть в том же направлении развивается. Хотелось бы, конечно, немножко объемнее, чтобы все-таки грудку она подключила к своему звуку. И тогда это будет прям ого. И, конечно, Данченко Светлана из Красноярского края. Вторая средняя группа, я быстро обещаю. Карашевская Полина, 16 лет из Санкт-Петербурга.
ну, прям молодец. Вот прям замечательно. В том же духе я вижу, что там прям большущая перспектива у девчонки. Надеюсь, что мы еще о ней услышим. Дальше Казымов Тимур, 15 лет, из Баку. Вообще Баку – это моя любовь. Я там был в этом городе однажды на конкурсе «Бюльбюль-Аглы». Потрясающее место. Всем рекомендую там побывать, особенно в старом городе, и вообще вот эту атмосферу этих людей почувствовать. У меня большая слабость на восточные голоса, и поэтому, Тимур, большой тебе привет. Пока не думай, кто ты, тенор или баритон, и не лезь на крайние верха и на крайние низа. Постарайся посерединке пока погулять, потому что голос еще в моменте построения идет переходного периода, понимаешь? И поэтому нужно подождать, дать ему созреть. Поэтому не делаем скоропостижных выводов и продолжаем заниматься в том же направлении. Мартьянова Полина, Кемерово, первый тур Мартьяновой Полине, просто низкий поклон. Там Сибикар такой в конце был, бомба. Филимонова Анастасия, Красногорск, за Ваню. Вообще у нас контральто, есть одна контральто, Филимонова Анастасия из Красногорска. За песню Вани из оперы «Иван Сусанин». Надо за ней следить. Девочка имеет просто редчайший голос. В Мариинский театр с руками и ногами, если будет в том же направлении развиваться, пусть в себя поверит и поймет, что она одна из, действительно, которой нужно этой планете. И Таджиддинова Земфира из Запорожья, из Магнитогорска. Перехожу к старшим. Я уже старшим все сказал. Я с ними на мастер-классе занимался. И с Сашей, и с Айбеком. Поэтому от меня все. Я счастлив, что я прошел это посвящение. Впервые в моей жизни я жюрил. И это было здорово. Спасибо огромное организаторам. Организация просто на высочайшем уровне. На высочайшем. Я был в разных местах, городах, странах, чтобы так, и чтобы я горжусь, просто горжусь тем, что я с вами знаком, и что в Республике Коми есть вот эти люди, которые этим занимаются. Владимир Иванович, Ольга Александровна, Алена, да, которая нам помогает постоянно. Спасибо вам огромное. Россия, за нами будущее, ребята. За нами будущее. Это век Российской Федерации на мировом оперном рынке и стран СНГ. Поэтому, ребята, вперед и только вперед. Верьте в себя, все абсолютно реально. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Мы тоже гордимся тем, что наш земляк сегодня прославляет и нашу республику, не только Россию, но и республику Коми на высоких площадках оперного искусства во всем мире. Алексей, удачи, мы будем сотрудничать, безусловно. Самое главное, какую цель мы преследовали, да, вот именно в этих мастер-классах, в том числе и в общении, чтобы на самом деле, правильно вы говорите, и педагоги, родители отмечают, это очень поддерживает, помогает, подбадривает детей, стимулирует их еще более к развитию, да, потому что в таком возрасте еще наверняка дети сомневаются, надо, не надо и так далее, а вы для них все авторитеты очень высочайшего уровня, поэтому ваше слово даже просто замечательно, красиво, здорово, все, что бы вы ни сказали, для них это очень важно, очень ценно. Ну что, друзья мои, я передаю слово следующему члену жюри нашего конкурса. На проводе Швейцария, город Цюрих, Афонина Светлана Ивановна. Светлана, вам слово, пожалуйста. Светлана, надо включить микрофон. Так, я включил вам. Все, можно говорить, Светлана. Так, также всем добрый вечер и добрый день. Прошу прощения. Я нахожусь в офисе. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. И я в первую очередь присоединяюсь со всеми словами, теплыми словами к организации и ко всем комментариям, которые были сказаны Ольгой Александровной и Верой Павловной. И я уже не буду там повторяться, я скажу что-то новое от себя. И первое, что хочу сказать, что вокальное искусство очень популярное, и что необыкновенно радует. И
И это значит, всем педагогам и всем родителям надо гордиться, что их ребенок, родителям, что он идет петь, а педагогам, что он получает, так сказать, новых ребят, новых девчонок, чтобы их обучать и продвигать их дальше. И, как сказал, один раз впечатлило меня это очень на предыдущем конкурсе, сказал Ванеев: тот, кто поет, не пойдет убивать. То есть это значит, это уже формируется культура. Что там будет, действительно ли станет он по своей профессии певцом или не станет, это разные пути и разные, так сказать, судьбы у детей. Но, тем не менее, они будут культурно образованными, они будут понимать искусство, и это уже очень важно для них самих, для развития их как их собственность, как их интеллигенция и так далее. Это первое, что я хотела сказать. И поэтому, конечно, всем большое спасибо. Второе, меня очень приятно было мне осознавать, что на таком огромном расстоянии, на котором мы находились, в 1000 километров на мастер-классах, мы все равно ощущали себя так близко и рядом, и это было необыкновенно приятно. И вот тоже, как сказали, Вера Павловна сказала, что мы слушаем друг друга сейчас, и так хорошо, что есть запись, и мы действительно что-то для себя открываем новое, и это обогащает нас самих тоже. В отличие от Алексея, я не буду называть имена, потому что мы работаем в группе, в компании, мы не знаем результатов. И те фавориты, которых я имею, я не могу сейчас их объявлять, потому что мы работаем в команде, и кто-то оценил, может быть, другого выше, чем те, которые я, и это должно быть так, потому что мы находим потом общую среднюю. Следующий момент. Хочу сказать, что ко второму туру очень многие выросли, и выросли действительно по-настоящему, сделали большой рывок. А некоторые так перестарались, что начали давить на горло, потому что опыта еще нет, еще певцы молодые. Но это тоже ничего страшного. Самое главное, что очень старались. И следующий момент, который я хотела сказать, вот такое замечание в правилах или, так сказать, в законе, который издал, как сказать, о, Господи, извиняюсь, по-русски забыла. Федеральный закон для конкурса ваш офис написал, что видео не должно быть прервано. Регламент, требования по видео, да? Требования по видео, да. И я очень внимательно отслеживала, и есть 2 или 3 человека, которые все-таки обрезали. Вот, и я хочу потом обратиться к членам жюри, и мы вместе решим, как мы к этому отнесемся. Мы это или скажем, мы игнорируем это, или мы снижаем балл. Это мы должны поговорить с жюри. Это первое. И второе, это уже в разделе «Романс русского композитора». Вот это тоже, что значит романс русского композитора? Это значит, это произведение определенной формы, которая относится, например, западное произведение Шуберт, Шуман, Брамс и так далее. Это французские композиторы, но это не неаполитанская песня, потому что их стиль разнится. То есть наполитанскую песню в этом разделе, по моему мнению, брать нельзя. Но это просто мое замечание. Если там стоит свободный выбор произведения, тогда можно, конечно, брать и неаполитанскую песню. Ну вот с моей стороны это все, и я с большим нетерпением ожидаю сегодняшнего разговора по поводу результатов. Спасибо большое. Спасибо огромное, Светлана. Да, на самом деле у каждого свое мнение, свои требования, но регламент есть регламент. И, безусловно, когда мы будем обсуждать итоги, все, что необходимо, все, что каждый член жюри посчитает нужным сказать или на что обратить внимание, оно будет учтено. И я с гордостью могу сказать, что именно такие моменты, собственно говоря, и определяют уровень конкурса.
Я думаю, со мной согласятся и члены жюри, и участники. От этого очень много зависит. И мы гордимся тем, что мы требовательные достаточно, пусть не такое огромное количество участников, как в некоторых других конкурсах у нас, но это уже люди, которые готовятся к серьезной работе. Таким образом, мы воспитываем не просто юных вокалистов, мы воспитываем ответственных людей, готовим их к будущей профессии. Ну, а я передаю слово и направляюсь в Чехословакию, как приятно мне произносить Чехословакия, Дамир. Вот Чехословакия и все. Потому что мы все, собственно говоря, из той эпохи, с той поры, более благозвучно, наверное, для нас, со мной многие согласятся. Город Прага. Басыров Дамир Лукманович. Дамир, пожалуйста, тебе слово. Чехословакия очень странно звучит, потому что 93-го года это Чехия. Словакия тоже абсолютно другая страна уже. Алло, видно меня, да? Слышно, видно, да, Володь? Да, все хорошо, да. Ага. Ну, уважаемые господа, участники, концертмейстеры, педагоги, родители, я, честно говоря, очень счастлив, что вот Владимир Иванович меня пригласил на этот конкурс. Во-первых, конечно, организация. Это вот Владимир Иванович профессионал своего дела, и Ольга Александровна очень ответственная команда, очень ответственная. Правда, даже иногда даже все время напомнят, все время все организуют. Молодцы ребята. Вот. И очень-очень порадовал. Я, честно говоря, не ожидал, вот еще раз повторяюсь, не ожидал, что такая россыпь талантов у нас растет в нашей России. Просто меня поразили, удивили, потому что я вот сижу очень много на фестивалях разных. И, такого направления классического пения очень мало приезжает. И я, в общем, честно говоря, думал, что уже загибался этот жанр в России. Но сейчас вот просто 122 участника, один другого лучше. Просто не знаешь сейчас, вот действительно, не знаешь, из кого выбирать. Вот. Персонали я не буду касаться, да, это мы сейчас обсудим, потому что у каждого в жюри, в принципе, это субъективное мнение. Вот. Очень здорово, что конкурс разделен на два тура. Понимаете, первый тур, второй тур, и я очень-очень радовался, если второй тур был лучше первого. Но, к сожалению, очень часто почему-то вот второй тур как раз уступал первому. Поэтому я очень-очень прошу, ребята, родители, преподаватели, концертмейстеры, давайте обращайтесь. Я лично открыт. Пусть посылают организаторы мой телефон, или телефон, я вам обязательно позвоню, свяжусь по WhatsApp. Давайте обсуждать, потому что это очень-очень важно. Вот вчера мы до самой поздней, я не знаю, сколько там было уже где-то в России, до самой поздней ночи с родителями, с педагогами обсуждали. И это здорово, потому что, понимаете, конкурс – это прежде всего участие. Вот я не устаю повторять, это подготовка, это следующий этап обязательно. Вот то, что мы скажем, прислушайтесь к этому. У каждого свои субъективные, безусловно, но прислушайтесь. Вот мы с педагогом даже говорят, да, мы с вами абсолютно согласны, да, будем в этом направлении вести. Понимаете, если в этом конкурсе ведь никакие, в общем, интересы спонсорские не завязаны, поэтому, в общем, дипломы здесь не такое большое значение имеют, как где-то за границей, когда приезжают из России. Поэтому места не так уж важны, как вот важны именно наши мнения и наши оценки даже. Потому что нет ничего хуже, если на конкурсах, тем более ребенок вот в таком возрасте получает незаслуженно какой-то диплом, и он думает, что он уже все достиг, и
у него мне так кажется, у него перестает стремиться. Вот, мне кажется, что вот конкурс особенно такого типа, и просто вот молодцы. Конкурс такого типа – это вот именно стремление, подготовка и дальше работать. Так что я счастлив, я благодарен, и давайте обсуждать, я с удовольствием, в общем, помогу, расскажу, что я умею. Конечно, это субъективно будет, кто хочет, но очень важно, понимаете, вот вчера был мастер-класс, и вот, абсолютно точно, вот певец сказал, что ему не хватает, понимаете, вот очень важно. Педагог знает, что не хватает, и это подтверждается еще. И мы можем что-то помочь, что-то потом, может быть, будем переписываться, может, будем в контакте. Вот. И за многими участниками я просто буду следить, даже договорились, если у меня вот концерты, кого-то приглашу обязательно на свои концерты, вместе споем. Вот. Так что спасибо. Конкурс, я считаю, удался на все 150%. Жюри великолепное. Я думаю, сегодня мы сойдемся в оценках. И спасибо всем. Спасибо большое, Дамир. Я себе позволю в одном моменте не согласиться с Дамиром. Он оторвался от российской действительности. Дамир, даже не представляешь, насколько важны дипломы и грамоты и для участников, и особенно для их педагогов. Поэтому от этого как раз зависит та сумма гонорара или та плата, о которой ты очень часто говорил. Поэтому здесь этот момент очень важен. Ну а потом всегда сам себе задаю иногда вопрос, друзья мои. Вот, согласитесь, да? Просто я общаюсь с лауреатами нашими прошлых лет, и у них своя жизнь продолжается, они сами ведут свою творческую деятельность, кто-то в профессии, да, нашей с вами, академического вокала, кто-то в эстраде, кто-то в педагогической деятельности, да, работает, продолжает свою, как говорится, жизнь, кто-то вообще в другой совершенно сфере. И когда я с ними общаюсь, вот мы готовили буклет к 25-летию конкурса в 2018 году, и если члены жюри, вот наверняка, да и может быть кто-то из педагогов, этот буклет у вас на руках, отзывы у тех же детей, да, которые сегодня уже спустя с 2002 года, например, отзывы, да, та же Ольга Селиверстова, наша землячка из города Ухты, она сегодня солистка Большого театра, они все, в общем-то, говорят об одном, что этот конкурс дал им какой-то старт. Этот конкурс чему-то их научил, и они после него принимают какие-то решения в своей жизни. Потому что понятно, что классическое искусство вообще, да, как бы культура, я уж так позволю себе пофилософствовать, хотя это не философия, не всегда хорошо оплачивается, но тем не менее, вот благодаря в том числе и вашим мастер-классам, уважаемые члены жюри, и рекомендациям, и вот хорошему слову, поддержке, очень много зависит, куда этот человек пойдет дальше. Поэтому здесь, конечно, большое, огромное вам спасибо за эту работу, за это внимание. И вы дополнительно очень много списывались с конкурсантами, с преподавателями, говорили свои рекомендации, и они именно это отмечали. Особенно, что так много нам внимания, так детально, подробно нам подсказывают, говорят, что и как. Для них это самое главное. И, может быть, таким образом мы на самом деле, как тут прозвучало, да, уже, мы вырастим хороших людей, культурных людей, ну и, в конце концов, наших будущих коллег. Ну, а я хочу предоставить слово и попросить, чтобы включилась далекая страна. Хотя почему далекая? Сегодня весь мир совсем рядом, благодаря интернету. Финляндия. Финляндия, член жюри Саримо Келакартунен.
Добрый день, Сари. У вас тоже, по-моему, сейчас 13:54. Мы с удовольствием видим вас и с удовольствием выслушаем ваши какие-то рекомендации, слова, напутствия, хорошие слова. Добрый день, Vladimir. Tervehdys kaikille Suomesta. Всем большой привет из Финляндии. Я хочу сказать, что вот благодаря Сергею Габову, да, Саре с нами все время, она была, говорила, мы могли обсуждать что-то, так что, Сергей, тоже огромное спасибо. Спасибо Сергей вам, России и Сыктывкара, вот так, у нас такие вот семьи замечательные, свои. Пожалуйста. Kiitos kaikille kilpailijoille, pedagogeille, säästäjille ja järjestäjille onnistuneesta kilpailutapahtumasta. Ja tietysti myös kiitos kilpailun tuomariston jäsenille. Suurella mielenkiinnolla osallistuin tuomariston tehtäviin näin etäyhteyksienkin kautta. Спасибо всем конкурсантам, педагогам, концертмейстерам и организаторам за успешное проведение конкурса. И, конечно же, спасибо ближайшим коллегам по конкурсу, членам жюри. С большим интересом я участвовала в работе жюри, пусть даже и в дистанционном формате. On ollut ilo saada kuunnella nuoria tulevaisuuden laulajia ja nähdä heidän intoaan klassista laulamista kohtaan. Esityksiin oli panostettu valmistelemalla laulut hyvin ja pukeutumalla kauniisti, joka on kiistämättä osa kokonaisuutta. Voi vain arvailla, kuinka moni näistä nuorista laulajista tulee toimimaan tulevaisuudessa musiikin ammattilaisena joko laulajana, pedagogina tai jossakin muussa musiikin ammatissa. Täältä kasvaa uusi ammattilaisten kaarti ja seuraavien vuosikymmenten kilpailujen tuomarit. Было приятно послушать молодых будущих певцов и видеть их энтузиазм в отношении классического пения. Выступления были основаны на хорошей подготовке, и большое внимание уделено внешнему виду, красивой одежде, что, несомненно, является также важной частью всего конкурса. Могу только догадываться, сколько из этих молодых певцов будут работать в будущем как профессионалы в области музыки, как исполнители, может, педагогами или еще какой-нибудь профессии, связанной с музыкой. Здесь вырастает новый состав профессионалов и членов жюри конкурсов на ближайшие десятилетия. Haluan korostaa, että kilpailun ohjelmavalinnalla on suuri merkitys siihen, miten laulaja saa tuotua esille omaa musiikillista osaamistaan ja ilmaisuaan. Valtaosa kilpailijoista olikin onnistunut tässä mainiosti. Ohjelmistovalinnassa opettajalla ja hänen ammattitaidollaan on valtavan suuri merkitys. Хочу подчеркнуть, что выбор программы конкурса имеет большое значение в том, как исполнитель может проявить свои музыкальные способности и экспрессию. Большинство конкурсантов в этом вполне преуспели. При выборе конкурсного произведения огромную роль играет педагог и его профессионализм. Lauluesitys on yksi kokonaisuus, joka koostuu useasta osa-alueesta. Itse pidän tärkeänä laulamisessa sävelpuhtautta, musiikillista fraseeraamista, äänen vapaata virtaavuutta, laulamisen riemua ja tulkintatahtoa. Näitä kaikkia ominaisuuksia löytyi teiltä, nuoret kilpailijat. Puutteellinen tekniikka ja liian haastavat laulut vaikeuttavat kaikkia edellä mainittuja osa-alueita. Puutteet tuovat esille soinnin epätasapainon, puhtaus- ja intonaatio-ongelmat, tekstin lausumisen vaikeuden sekä tulkinnan haasteet. Liian dramaattiset laulut ja tarinat eivät mielestäni kuulu aivan nuorille laulajille, koska heiltä puuttuu vielä sellainen elämänkokemus ja tunneskaala. Antaahan laulun tekstien ymmärtäminen ja niiden omakohtainen kokeminen lauluille sisältöä ja sävyjä. Musiikin esittämiseen vaikuttaa runsaasti myös musiikin tyylikauden ja ominaispiirteiden tunnistaminen ja niiden esille tuominen. Tässä monilla nuorilla laulajilla on luonnollisesti vielä opittavaa. Вокальное исполнение представляет собой единое целое, состоящее из нескольких частей. Лично я считаю, что чистота звука, музыкальная фразировка, свободный поток звука, голоса, радость от пения и желание интерпретировать являются самыми важными в пении. Все эти качества были обнаружены в вас, юные конкурсанты. Технические вопросы и выбор чрезмерно сложных песен затрудняют вышеперечисленные. Эти недостатки подчеркивают проблемы со звуковым дисбалансом, чистотой и интонацией, вызывают трудности в воспроизведении текста и проблемы в интерпретации.
Слишком драматичные песни и произведения, я думаю, не подходят очень юным вокалистам, потому как у них еще не хватает необходимого жизненного опыта и эмоционального размаха. В конце концов, понимание текста песни и непосредственное знакомство с ним раскрывают содержание и тон песни. На представление музыкального произведения также решающее влияние оказывают определение стиля и характеристики музыки, а также его исполнение. Здесь, конечно, многим юным певцам еще есть чему поучиться. Kilpailuun osallistui suuri joukko nuoria ja me tuomarit saimme kuunnella yhteensä yli 400 laulua. Aina esityksestä nousee omia suosikkeja ja helmejä, mutta en halua nimetä heitä tällä kertaa. Osa pidemmällä olevista laulajista on jo lähellä ammattilaisten tasoa. Toivotan heille kaikille onnea tulevaisuuteen valitsemallaan uralla. Laulujen rikas maailma antaa paljon niin laulajille itselleen kuin yleisölle. Teemme ihmisten hyvinvointia lisäävää työtä. Mitä jäin kaipaamaan näin virtuaalisesti toteutetussa kilpailussa on esiintyjien ja yleisön vuorovaikutusta ja tunnelmaa. Toivotaan, että seuraavat kilpailut ovat taas livenä. Kiitoksia kaikille tästä vuoden 2020 marraskuusta, jonka olemme saaneet jakaa yhdessä. В конкурсе приняло участие большое количество юных исполнителей, и мы, члены жюри, прослушали в общей сложности более 400 песен. Среди исполнителей всегда выявляются свои фавориты и жемчужины, но я пока тоже не хочу называть эти имена сейчас. Некоторые из конкурсантов уже почти достигли уровня профессионалов. Желаю им удачи в будущем в выбранной ими карьере. Богатый мир песен многое дает как самому вокалисту, так и публике. Мы с вами делаем работу, которая направлена на повышение благосостояния людей. Чего мне не хватало в таком виртуально реализованном конкурсе, так это взаимодействия и атмосферы исполнителей и публики. Очень надеюсь, что последующие конкурсы снова будут вживую. Спасибо всем за весь ноябрь месяц 2020 года, который мы смогли разделить вместе. Спасибо большое. Спасибо огромное, Саре. Это вообще нам всегда очень приятно, когда в составе жюри профессионалы, потому что, читая биографию вашу, творческую биографию, всегда поражаешься тому, какой жизненный опыт у вас был, что вы прошли, что вы пели, исполняли, на каких площадках. И, безусловно, есть такая маленькая зависть, что, Господи, Боже мой, какие они счастливые люди. Вообще, все мы, да, с вами согласимся, мы самые-самые счастливые люди, потому что мы поем. А как говорит Оленька, да, наша, поющие люди – это те, кого поцеловал Господь Бог. И вообще, мы же, когда поем на клиросе, да, мы ближе всего находимся как раз к Господу Богу. Я не случайно подвожу к чему? К тому, что я недавно смотрел фильм о Флоренции, художественный фильм. И там история о том, как строился знаменитый флоренцийский храм, вот этот знаменитый. Мне посчастливилось бывать в Флоренции, я знаю, что это такое воочию. И особенно приятно, когда ты можешь пригласить в состав жюри человека, который живет, дышит этим, представителем той самой страны, о которой мы всегда, наверное, вокалисты мечтаем. Петь на настоящем итальянском, потому что все говорят, да, итальянский язык самый певучий. Хотя могу поспорить, коми-язык тоже очень певучий. Это здорово. Все, заканчиваю свое философское размышление. Симоне, пожалуйста, Италия, Флоренция, вам слово. Симоне, рядом с ним его супруга-спутница Полина. Она же еще и переводчик. Она сама из России. И, кстати, кто еще не знает, не слышал, она певица. Так что я думаю, что наше творчество, совместное сотрудничество только начинается. Пожалуйста. Pensa che sono nato a Roma e vivo a Firenze. Да, Quindi он ho сам tutte родом из le... Рима, да, но живет во Флоренции. Quindi le ho prese tutte le città. Все города мира. Però a Firenze si vive meglio. Полина, вы выключили видеокамеру, очевидно. Ну? Да. Okay. Да. Вот вы были. Нет, вы видите их, да?
Да, мы видим нас тоже. Да, я почему-то странно, у меня только подпись, что вот теперь я вас вижу. Вот теперь я вас. Ok. Да, Ci хорошо. vede? Добрый день всем. Ok, allora grazie a tutti quanti, grazie tantissimo. Благодарю всех и присоединяемся, естественно, ко всем словам, сказанным только что от всех членов жюри. Grazie a Olga, grazie a Огромное Vladimir. спасибо Ольге, я к вам так обращаюсь, потому что в итальянский, да, Олечке Сосновской, тогда скажем, Владимиру, всем ассистентам, особенно Калене, да, которая с утра до ночи работала, отвечала на все вопросы. E questo per me è un concorso molto importante perché quando ci siamo conosciuti, quando mi avete invitato, quando vi ho contattato, è stato l'ultimo contatto prima del grande lockdown, della grande quarantena che c'è stata in Для меня Italia. это особый конкурс, и даже связывает его с тем, что это был последний контакт перед тем, как, как можно сказать, на нас нагрянула вот эта вот пандемия. Поэтому это был последний лучик, да, нашей как бы жизненной карьеры, и вот ваши имена и ваш конкурс. Quindi io sognavo di venire a Krasnodar in И он aprile. мечтал, да, чтобы приехать в Краснодар, так как никогда E не было до этого. questo mi ha dato una grandissima forza per sopportare tutto quello che in Italia abbiamo sopportato per questa pandemia. Да, вот ваш конкурс дал нам много сил, особенно ему, да, чтобы дожить до... В каком месяце мы начали сейчас работать? В каком месяце era? Aprile. Marzo, aprile, giugno. Ура. Так, что подальше? На вашем конкурсе, да. Дальше так, смотрите туда. Да, Io volevo ringraziarvi tutti per l'organizzazione che è stata grandiosa. Огромное спасибо за организацию, как вы относитесь к этому конкурсу, как вы работаете на нем с утра до ночи, с такой любовью. Просто нет слов. E come avete scritto sui riassunti su internet, su Facebook, tutti questi cantanti sono diventati quasi una famiglia per noi. Да, почти уже семьей мы стали, ведь, да, каждый день видимся, слышимся, это очень важно. Quindi Очень mio figlio canta Kalinushka tutti i giorni, quindi sapete chi è la mia cantante preferita. Так как наш ребенок primo уже gruppo. каждый день напевает, да, ноты калинушки-малинушки, да, поэтому вы влюбились, естественно, он влюбился в русскую музыку, хотя уже знал много о ней, но он просто влюблен в ваш конкурс, во всех ваших юных дарований, все дети одаренные, талантливые, такие старательные, сразу видно, что все любят музыку, живут ею, это очень важно. E il livello di questo concorso è altissimo. Очень altissimo. высокий уровень È stato конкурса. bellissimo lavorare con questi ragazzi, ascoltarli più volte e ascoltarli anche in momenti non lavorativi, perché alcuni cantanti li abbiamo anche ascoltati proprio per ascoltare della bella musica. Я просто влюбился в этот конкурс и несколько раз возвращался, да, к нескольким прослушиваниям и каждый раз открывал что-то новое для себя. L'esperienza del masterclass è stata bellissima. Работа мастер-класса в субботу была прекрасным для меня времяпровождением. Мне очень понравилось. Спасибо огромное за Grazie per такое. essere stati presenti, perché molti di voi erano presenti. È stato bello. Очень много людей участвовало в этом мастер-классе, было очень приятно. Anche se non stiamo vicini, ho sentito veramente questo senso grandissimo di famiglia musicale. Даже если мы далеко друг от друга, да, но я очень сильно чувствую, что вы рядом с нами, и мы большая семья, музыкальная семья. Il livello è grandissimo. Очень высокий уровень, как я уже сказал. И это очень радует. Ovviamente i miei preferiti, però ognuno meriterebbe un premio. Я тоже скажу, конечно, у меня свои фавориты, и я бы сказал, что каждый из участников, да, должен стать призером. Но, конечно, так не получится. E con la mia agenzia e con la mia professionalità proverò a dare una chance a il più possibile И il попробую, più grande numero естественно, di да, persone. проследить за каждым из участников со своим агентством. В будущем буду следить за их ростом.
И если что, каждому помогу, конечно же. Mi sento un po' imbarazzato perché secondo me il più grande artista di tutto il concorso ha 10 anni. Да, для Симоны, да, он было такое открытие, одна из девочек конкурса, ей только всего лишь 10 лет, она просто поразила его. E per noi italiani è un po' strano perché in Italia entriamo in conservatorio, Для i нас это было cantanti немного странно, потому что в Италии занимаются музыкой, особенно вокалом, уже более взрослом, да, в зрелом возрасте. un bambino di 10 anni canta le canzoni per i bambini piccoli, che ascoltano i bambini piccoli. Возраст 10-летний, это еще ребенок, правильно, и у нас дети поют неаполитанские песни или какие-нибудь там современные песни, но не как уже классическую музыку. Ma questa bambina di 10 anni io la farei ascoltare a tutti, dai 20 anni ai 9 anni, proprio per spiegare tutto quello, riassume tutto quello che ho detto e che ho consigliato nel mio masterclass. Но вот эта вот девочка, этот ребенок, ей всего лишь 10 лет, и она для меня артистка с большой А. В ней все, что должен иметь артист. Ho già i miei preferiti, Конечно же, у меня есть свои фавориты тоже. sto già facendo lezioni e sono già in свои, contatto con да, tante persone. со многими я уже был в контакте, да. Poi vi dirò chi voglio prendere sotto la mia protezione, sotto Потом, la конечно же, mia объявлю insegnamento e la mia свои, agenzia. да, фавориты имена и с кем хочу поработать, кому что-то свое предложить. La cosa bellissima è che ognuno ha un potenziale grandissimo e sono tutti bravissimi e i maestri, è stato molto divertente come sempre in Russia giudicare anche i maestri perché i bambini sono molto giovani, i ragazzi, quindi noi professionisti capiamo quando c'è la mano del maestro, quando c'è l'errore del maestro. Также хочу обратиться к педагогам, потому что вы просто герои, и дети очень одаренные. И ваша работа, проведенная в этом конкурсе, это видно на большом высоком уровне. Спасибо вам огромное. E speriamo di rivederci presto, di abbracciarci, Будем надеяться, что мы в скором будущем встретимся, да. di brindare insieme. Обнимемся и будем пить шампанское. Vodka, non И champagne. водку. Vodka. Grazie mille. Спасибо grazie. вам огромное. Grazie, bravissimi. Благодарим вас. Спасибо. Спасибо огромное. Последнее я запомнил, записал тоже жирными буквами. Вот. Друзья мои, на самом деле очень приятно вот, слышать хорошие слова в свой адрес, слышать хорошие слова в адрес детей, потому что ты понимаешь, что, слушая вас, вот я как организатор, да, и мы с Ольгой тоже понимаем, что все не зря, что все это необходимо, и нам в том числе, так ведь? Вот, мы тоже что-то для себя приобретаем. Друзья мои, хочу просто напомнить о том, что мы сейчас в Zoom, участников этой конференции Zoom 33 человека. Среди них, как говорится, да, почти 10 человек члены жюри. В чат в интернете сейчас смотрят 52 человека. Казалось бы, да, это немного. Но вы знаете, анализируя вот эти моменты, мы наблюдали, что, например, на следующий день мы смотрим, сколько же просмотров было того или иного эфира, он зашкаливает там за 500, за 700, за 900. Наш эфир с вами 11 ноября, когда мы объявляли результаты первого тура, просмотрело более 1500, по-моему, там более 2000 человек. Да, 1900 было, по-моему, пару дней назад, я видел. Вот. Поэтому сегодня, тем более понедельник, рабочий день, но как хорошо, что мы с вами в эфире записываем, и люди смогут посмотреть, проанализировать все то, что вы сказали. И, наверное, в заключении я передам слово председателю жюри нашего конкурса. К сожалению, нет в эфире Татьяны Дмитриевны Смелковой, нет Ольги Павловны Бундер из Эстонии, как я сказал, нет Жана, да, но тем не менее они с нами, свои оценки, свои заключения они нам прислали. И сегодня мы тоже вот в Zoom будем обсуждать этот опрос. Сразу хочу сказать, что не в этой ссылке, да, уважаемые
участники курсов повышения квалификации. Это только сугубо наши мероприятия, закрытые для членов жюри. Но, еще раз говорю, Китай, Эстония, Санкт-Петербург вместе с нами душой, они передают огромный привет и поздравления всем. Ну, а для каких-то замечаний и для своего слова все-таки я передаю слово председателю жюри. Ольга Александровна, пожалуйста. Микрофон включите. Да. И Сергей Николаевич Зайцев еще тоже где-то отсутствует. Я надеюсь, что он все-таки послушает это немножечко позже, нашу встречу. Вы знаете, наверное, самое главное, я думаю, что этот конкурс, он помогает одаренным детям раскрыть свой новый какой-то потенциал, да, и конкурс имеет очень большую популярность, очень многие участники говорили, что как здорово мы участвуем в таком престижном конкурсе, и нам это было очень-очень приятно, потому что я напомню о том, что когда Елена Васильевна Образцова пригласила меня быть членом жюри первого конкурса юных вокалистов, проведенного в Санкт-Петербурге, на тот момент у нас уже прошло 8 конкурсов юных вокалистов. То есть у нас огромный опыт уже проведения. И, конечно, нам очень приятно с Владимиром Ивановичем и Аленой, которая тоже с нами на протяжении многих-многих лет, слышать такие лестные отзывы об организации и вообще о том, как конкурс проходит. И действительно, Владимир не зря закончил когда-то продюсерский факультет. Он не может так, чтобы один был конкурс похож на другой. Нет, он постоянно придумает что-то новое. И как я шучу обычно, да, что мы спим, и я слышу, как мозги у него шуршат. Он что-то думает, он придумывает что-то новое. Поэтому, дорогие наши коллеги, члены жюри, педагоги, если вам пришла какая-то интересная мысль, как-то что-то чем-то еще удивить всех, что-то новое внести в наш конкурс. Мы с удовольствием принимаем ваши и замечания, может быть, что-то вам не понравилось, и пожелания, и в том числе, конечно, благодарности. Мы ради этого с вами и затеяли это дело, чтобы помочь и вам в том числе, потому что я называю наш конкурс такой творческой лабораторией, где мы можем поделиться своими знаниями, своим опытом. Да, вот, допустим, Алексей Лавров, он сказал, что он впервые является членом жюри конкурса. Я надеюсь, я просто видела, как ему это понравилось, понимаете? Это здорово, потому что здесь тоже нужно иметь хороший вкус, нужно иметь хорошие уши, чтобы услышать, и в том числе нужно иметь терпение, потому что не все смогут, понимаете, прослушать 123 человека, да еще не по одному произведению, и быть очень внимательным, и быть очень добрым в том плане, что наши все члены жюри открыты для общения, и я вам еще раз низкий поклон за это, мои дорогие, говорю, потому что я столько уже получила благодарностей. И знаете, мне больше всего еще как бы не удивила, а порадовала, наверное, да? Вот одна девочка, которая мне очень понравилась, ей как бы, у нее потрясающий голос, просто потрясающий, но она не прошла во второй тур, потому что помимо потрясающего материала, который у нее есть, она, вот я уверена, она станет звездой, но на сегодняшний день ей не хватило знания языка, стиля старинной музыки, там, допустим, да, кантилены. Нельзя, допустим, было петь это как народную песню в чем-то, да, но как бы чего-то не хватило, чтобы не пройти во второй тур. Но я уверена, что у нее большое будущее. И она, как и все многие, кто не прошел во второй тур, написала почти всем членам жюри, почему, какие замечания, какие пожелания. И получив вот этот ответ, знаете, что она мне написала? Вы знаете, она пишет, я очень расстроилась, что я не прошла во второй тур, но потом я даже обрадовалась, потому что никогда раньше никто мне не говорил столько хороших слов о моем голосе, никогда раньше не получала столько советов. И она говорит, теперь я знаю, над чем мне работать, это очень важно, очень здорово. Знаете, один мальчик в группе вот с 12, по-моему, до 14 лет, кажется, в этой группе, он написал мне ВКонтакте, что, вы знаете, это так обидно, что я не прошел во второй тур. Я должен был пройти во второй тур. Может быть, вы пересмотрите свое решение, потому что
потому что я так готовился, я так хотел, но у меня заболел педагог ковидом, и мы не занимались с педагогом там сколько-то времени, там месяц или два, и у нас закрыли музыкальную школу, и мы не можем попасть туда и записать нормальное видео в хорошей акустике, и мы вынуждены были писать дома, но я, ну, понимаете, вот до слез. Я прочитала это письмо своему сыну Алексею, который тоже вокалист, он говорит: мама, я бы его пропустила дальше на второй тур, понимаете? Но я говорю: сынок, ну это невозможно, как бы мы не можем вникать в ситуацию каждого человека. Мы вот смотрим на сегодняшний момент, что он на этом видео или на этом выступлении показал. Поэтому, конечно, я понимаю, в какой сложной ситуации, обстановке вы попали с этой пандемией. И я очень хочу пожелать вам крепкого здоровья. И сказать, какие молодцы ваши педагоги, которые столько времени. Я благодарю просто всех педагогов, низкий поклон за то, что они вложили часть своей души в вас, когда готовили к конкурсу. И я думаю, что для многих вот эти мастер-классы, которые проводились, они еще дадут свои плоды. Потому что даже уже сейчас на этих мастер-классах, я посмотрела некоторые другие мастер-классы членов жюри, уже тут сразу же, вот буквально какая-то подсказка, и человек этот, совершенно по-иному начинает петь, по-иному строить, и звучит по-иному сразу. Кому-то не хватило, может быть, какого-то актерского дарования. Я хочу вас предупредить о том, что постарайтесь давать разнохарактерные произведения, чтобы проявить в более выгодном свете. Потому что, вы знаете, как бы некоторые в той же средней, по-моему, группе я слушала, вот молодой человек спел ария кантиленная, кантилена у него не получилось. Но во втором произведении уже быстрый темп, он абсолютно голос заиграл по-другому. Дорогие педагоги, обращайте внимание, в чем? В каких произведениях, в каких темпах, в каких стилях, в каких композиторах лучше можно, ярче. Можно ведь какие-то, мы все не без недостатков. Даже, наверное, сейчас поставь меня петь, и вы каждый найдете что-то во мне, понимаете, там хорошо, там не очень, это можно лучше. Поэтому старайтесь, чтобы это было недостатки. Это, знаете, как модельеры, которые шьют одежду. Что если у тебя большие плечи, значит, надо сделать, покроить как-то по-другому. Если у тебя нет талии, там или еще что-то, какие-то можно более просторные или наоборот. То есть здесь тоже мы можем, все зависит от репертуара выбранного. Потому что, вы знаете, я вам скажу, даже вот в старшей группе я слушала нескольких участников, как бы я поставила для себя участнику, ну, слушаю уже, 9 рисую, значит, и вдруг в 3-м произведении этот человек меня удивляет своей нюансировкой, филировкой, еще чем-то другим, понимаете? И я исправляю уже на 10, ну, думаю, 1-е произведение, ладно. Понимаете, вот главное, чтобы вы нас убедили в том, что вы замечательные, а вы замечательные почти все. И даже те, кто не прошел во 2-й тур, потому что, ну, вы сами понимаете, ну, невозможно всех пропустить. И кто-то не добрал какую-то йоточку, какие-то совсем небольшие проценты. И, как вы слышали, было приветствие от Марии Крыловой, которая была дипломантом, сейчас она почти звезда у нас, да, там в Италии работает. И самое главное, наверное, что мы хотели бы вот в этом конкурсе поощрить самых талантливых, самых активных, и не только участников, но и концертмейстеров, и педагогов. И у некоторых педагогов, насколько я помню, я сейчас не буду говорить фамилии, да, и города, по 3-4 участника, и раз, и все во 2-м туре оказывается. А еще сейчас мы будем обсуждать после нашей встречи, может, они вообще все лауреаты станут. Представляете, какая-то гордость для школы, для музыкальной, где они занимаются. И, конечно, я хочу сказать, что наши и мастер-классы, и конкурс, и ваши видео смотрит весь мир. Как это здорово! Я хотела бы вот, знаете что, мне очень жаль, конечно, о том, что в этом году у нас не прошел концерт, концерт членов жюри, который мы обычно называем. А судьи кто? То есть судить-то мы все гораздо, а ты попробуй, выйди и спой. И мне очень приятно, что действительно наши члены жюри все мастера, профессионалы высокого уровня.
Вот. И, знаете, в этот раз, как бы, может быть, потому что мы находимся друг от друга на удаленке, мы выставляем наши баллы, и никто из членов жюри не знает оценок других. Поэтому сейчас для нас тоже мы будем обсуждать, когда призовые места. Нам вывесят общие баллы, мы будем уже смотреть, кто, есть ли у нас гран-при, есть ли у нас первое место, сколько человек. Может быть, мы будем что-то делить. Мы еще сами находимся в неведении. Но я считаю, что так, наверное, знаете, объективно, чтобы мы не думали, ага, ой, что же ему поставить, это вот его ученик. Ну, как это было как-то, знаете, вот я в свое время училась в Гнесинке в аспирантуре у Зары Александровны Долухановой. И она мне, знаете, какую вещь такую интересную сказала когда-то? Я собралась ехать на конкурс. Она говорит, Оля, не стоит ехать на этот конкурс, потому что я точно знаю, кто туда пройдет. Ну, может быть, чуть поменяется там первое-второе место, потому что в основном все везут своих, и как бы вот они там занимают места. Ну, ты пройдешь, может, только во второй тур. Понимаете, вот это обидно. И я очень уважаю и ценю всех членов жюри за их объективность, за их непрогибаемость под кого-то. Понимаете, это очень важно. Очень важно. Мы, бывает, даже спорим по поводу кого-то, какие оценки и что, но мы объективны, и мы можем потом убедительно доказать, почему, что ты поставил какую-то не ту оценку. Вот, и я хотела сказать, что сколько людей, естественно, столько мнений, да, в этом и прелесть, что у нас много, 10 человек. Кто-то любит открытый звук, кто-то прикрытый, кто-то, там, не знаю, более близкий, кто-то ценит высокие ноты. Но я хочу сказать, что мы должны оценивать все в комплексе. И все члены жюри говорят о том, что искусство пения – это искусство дыхания прежде всего. Поэтому мы, конечно, оценивали, чтобы не было высоким дыханием, чтобы все было оперто, чтобы была чистая интонация. Вот самое главное, наверное, чистая интонация, музыкальность, правильно дыхание, а потом уже артистизм, там, какой у тебя там замечательный материал и так далее, и тому подобное. И я хочу сказать всем вам, дорогие мои, что на совершенство нам не грозит. Век живи, век учись. И мы учимся в том числе сейчас еще, да. И хотела сказать, что, конечно, сложность была в том, что не все находились в равных условиях. У кого-то была прекрасная акустика в каком-нибудь прекрасном зале, там, в Санкт-Петербурге, кто-то записывал дома. Поэтому, конечно, плюс еще я хотела сказать о том, что в чем-то вот говорила об этом, по-моему, Сари из Финляндии, да, что была завышена программа. Ребят, покажитесь лучше, замечательно, вот так, а не завысьте, и мы услышим все ваши недостатки. Что кто-то не справился, не спел какие-то колоратуры, у кого-то не получилась кантилена, кто-то пытался залезть на верхнюю ноту, эта нота, вот знаете, пока не взяла, допустим, одна девочка верхнюю ноту, у меня было прекрасное впечатление. Вдруг она, и все, и нотка сорвалась, поэтому как бы делайте так, чтобы стабильно вы уже себя чувствовали. Так. Я еще хотела сказать, что действительно все зависит от исполнения всей программы целиком, то есть нужно проявить себя в разных, будь это старинная ария, будь это русская ария, будь это романс, будь это какая-то игровая. У детей, конечно, очень приятно было смотреть игровые какие-то такие романсы, типа про 4 таракана и сверчок или что-то такое, да, то есть дети, не давайте им завышенную программу, потому что они должны понимать, о чем они поют. Итак, мне еще приятно очень отметить, что за некоторыми мы наблюдаем много-много лет уже, которые переходят из одной группы в другую, из младшей в старшую, из старшей, там, допустим, даже вот я смотрю с Ершовым Александром, мы познакомились в селе Вятск, это опять-таки на конкурсе Любовь Казарновской, который принимал участие уже у нас, был лауреатом 2-й премии в Санкт-Петербурге, сейчас, смотрю, опять участвует, и я смотрю, какой есть рост. Поэтому респект педагогам, которых я замечаю. Вот, или вот Ивашков Тихон, да, тоже я смотрю, как он вырос уже по сравнению с Санкт-Петербургом. Мне хочется еще, знаете, назвать несколько фамилий, успею, не успею сказать, про пианистов. Вот для меня, я отметила для себя, потому что самое, конечно, предпочтение мы отдаем Симоне, который как пианист, да, и Светлана, да, у нас тоже хорошо играет на фортепиано. То есть те, которые действительно будут оценивать с профессиональной точки зрения. Для меня вот Гучин, Барнаул, и Батулин, город Воронеж, Виталий Макаров, Лыткарина, Авдеенко Елена, Челябинск. И мне приглянулся тоже Верфиц Себастьян из Швейцарии.
Так что, ребята, огромное вам спасибо за все, потому что мы для себя тоже получили колоссальную какую-то такую энергетику от всех участников, несмотря на видео. Я говорю, что у нас иногда даже, вот у меня лично мурашки бегали от вашего исполнения, и, как сказал Симона, я тоже некоторых пересматривала несколько раз. Огромное всем спасибо, успехов, удачи, и независимо от того, какие сегодня вечером мы решим результаты, у каждого свои, естественно, уже любимчики какие-то появились, так скажем, да, вот, вперед, не останавливайтесь на достигнутом. Спасибо большое, Ольга Александровна. Спасибо, Оленька. Ну что, друзья мои, наша сегодняшняя конференция, наш круглый стол подходит к концу. Если будут у кого-то какие-то вопросы членам жюри, давайте мы их отложим на сообщение на почту, либо у нас еще завтра лекционный день, почти все члены жюри будут принимать участие, расписание членов жюри висит на сайте, ну и все вы о нем знаете, поэтому я буду очень рад узнать, что вам это принесло, какие результаты вы, выводы для себя сделали, ну и будем надеяться, что мы будем встречаться с вами, со всеми участниками курсов повышения квалификации, в первую очередь, да, намного чаще. Я должен сказать несколько слов о тех, кто помогал нам в нашем конкурсе. Я хочу сказать огромное спасибо людям, сотрудникам нашего конкурса, нашего штаба, тем, кто работал круглосуточно. Это, безусловно, Алена, Елена наша Пантелеева, секретарь конкурса, которая круглосуточно отвечала на ваши вопросы, помогала вам, оформляла оценочные листы для членов жюри, вела очень-очень много работы. Я хочу огромное спасибо сказать нашему дизайнеру Сергею Сажину, с которым мы работаем с 99-го, по-моему, года вместе. Огромное спасибо нашему пресс-атташе Ирине Самар, которая у членов жюри брала интервью, она помогала в работе нашего главного пиар-менеджера нашего проекта Анны Манюк. Если вы смогли заметить, мы очень активно развиваемся в интернете, она профессионал этого своего дела, поэтому огромное спасибо тебе, Анечка, конечно, вот за эту огромную такую работу. Ну, безусловно, чтобы мы могли, как бы могли работать без наших переводчиков, это, безусловно, Сергей Габов, это Полина, супруга Симоны, да, спасибо вам огромное. Ну и еще один переводчик, о котором никто не знает, даже члены жюри, это девушка из Китая, которая прекрасно владеет русским языком, которая помогала нам связываться с господином Джаном Лююнь. Спасибо огромное. Я думаю, что она обязательно посмотрит нашу запись и услышит мои слова благодарности. Безусловно, этот конкурс не смог бы состояться без нашего гранта, главного нашего гранта. При поддержке фонда президентских грантов мы смогли реализовать этот проект. Он начался при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В 2019 году конкурс в Красноярске и в Санкт-Петербурге проходил именно при финансовой поддержке Министерства культуры России. И наше министерство, наши учредители, Министерство культуры Республики Коми, Емельянов Сергей Витальевич, Министерство образования Республики Коми, Якимова Наталья Владимировна. Спасибо огромное. Ну и сегодня с нами в эфире была с самого начала депутат Государственной Думы от Республики Коми Савастьянова Ольга Викторовна. Друзья мои, всем огромное спасибо. Благодаря вам в том числе создавался и призовой фонд. Призовой фонд – это то, что смогут получить наши участники. Вот он у вас сейчас, да, на экране. Коротко я просто скажу о том, что кроме денежных призов участников, кроме дипломов, лауреатов, первых, вторых гран-при конкурса, вас ожидает приз педагогу обладателя гран-при, приз лучшему концертмейстеру, звание лауреата международного конкурса,
звание дипломант конкурса, безусловно, будет вручен кому-то из участников. Но приз зрительских симпатий, наше народное голосование ожидают подарки от наших партнеров. Я должен сказать, это призы от компаний МТС и Ростелеком в Коми. Очень такие интересные, ценные призы для победителей народного голосования, победителей в количестве лайков, я уж так скажу, да. Ну и наши члены жюри по традиции всегда дарят кому-то из участников индивидуальные мастер-классы. То есть если вдруг кто-то сможет прилететь в Италию или в Швейцарию, я думаю, что члены жюри уделят вам какое-то время для того, чтобы, предположим, встретиться. Ну, Красноярск мне уже об этом заявил. Вера Павловна сказала, что она будет рада вручить сертификат кому-нибудь для проведения мастер-класса. Но это уже на усмотрение нашего жюри. Друзья мои, завтра, 1 декабря, у нас лекционный день. Вот на экране сейчас вы видите расписание. С 11:30 до 16:30 5 членов жюри проведут лекции для слушателей курса повышения квалификации, ну и, безусловно, для участников конкурса, для преподавателей. Я, кстати говоря, всегда ожидаю, что преподаватели воспользуются случаем. Вы же все равно постоянно с нами и смогли бы тоже принять участие вот в этих курсах и получить удостоверение соответствующего, да, установленного образца. Напомню, что продолжается голосование на приз зрительских симпатий, продолжается народное голосование, вы ставите лайки, и этот конкурс на приз зрительских симпатий мы закрываем 5 декабря в 21:00 по московскому времени. То есть до этого дня голосуйте. Члены жюри, кстати говоря, тоже можете поддержать всех тех, кого бы вы хотели поддержать, кого бы вы хотели отметить в своих оценочных листах. Это всегда очень важно, очень интересно. Ну и заключительный гала-концерт нашего конкурса состоится 6 декабря в 13:00 по московскому времени. Безусловно, он будет тоже дистанционным. Мы будем рады включить в этот концерт видеозаписи в хорошем качестве, подчеркиваю, тех лауреатов, которых определят члены жюри. Трансляция будет идти с 2, а может быть даже с 3 площадок, со студии, с Национальной галереей Республики Коми. Кстати говоря, да, я забыл сказать о том, что кинокомпания наша «Юрган» тоже является партнером нашего конкурса. Ну, вы список партнеров видели. Хорошо, друзья мои, на этом я, как ведущий, так скажем, модератор нашей сегодняшней конференции, встречи, заканчиваю. И заключительное слово на сегодняшний день передаю Ольге Александровне Сосновской, председателю жюри. Ольга Александровна, пожалуйста, Оленька, 2 слова в заключение. Всем удачи и крепкого здоровья. Все. Вдохновение. Всех люблю. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Друзья мои, до встречи. Все. Всем пока. Забыл один момент. Я же пригласил всех сюда. Ну-ка, пожалуйста, наше уже традиционное селфи, фотография на память. Ну-ка, ну-ка. 31 человек у нас в конференции. Вы должны все оказаться сейчас здесь. Включайтесь, пожалуйста. Да. Симона, вернитесь, если возможно. Включите вашу видеокамеру. Да, Сари тоже, пожалуйста. Эта фотография на память, она пойдет в интернет и вообще пойдет у нас потом в архивы нашего конкурса. Так, вижу 31 человек в чате, вижу здесь всего лишь чуть более половины, может быть. Друзья мои, ну, где вы? Где вы? Жду еще пару минут. Какую пару минут? Пару секунд. Так, ну, Симона, к сожалению, не смог, видимо, вернуться к нам с Полиной. Жалко, но все остальные здесь. Симона Итак, на связи, Симона. На связи. Вижу. Да, Ну, я вижу. Вот почему-то, я не знаю, я его не вижу на экране, нет его видео. Опять же, надо будет как-то вот попросить, попробовать еще раз. Симона, включите видеокамеру. Полина. Так, друзья мои, пробное фото. Внимание. Так. 1, 2, 3. Так. Еще раз. Внимание. 1, 2. О, Симона с Полиной, отлично, вы с нами. Вон, видите,
И даже вот с мадам Кличко вот такие дети еще в кадре. Давайте, давайте, чтобы они не прятались. Друзья мои, если рядом с вами кто-то еще есть, Ирина Васильевна тоже ребенок. Ну, этого ребенка мы уже знаем. Так, внимание. Раз, два, три. Ну все, друзья мои. Спасибо огромное. Всем удачи, успехов. Я завершаю нашу видеоконференцию. До встречи.